Управление Министерства национальной безопасности Туркменистана по Липапскому вилаяту требует декларацию о доходах граждан, купивших автомобиль по цене свыше 200 тысяч манатов. В отношении тех, кто не может предоставить соответствующую декларацию, возбуждают уголовные дела и конфискуют их автомобили. Об этом 27 августа сообщило радио «Азатлык». Сообщается, что в данном вилаяте уже более 3 месяцев сотрудники областного управления МНБ ходят по домам жителей и требуют у тех из них, кто недавно приобрел машину стоимостью более вышеуказанной, предъявить декларацию о доходах. Так, один из жителей Липаба на условиях анонимности сообщил, что последние годы из-за обесценивания маната подержанные машины, произведенные в 2013-2015 годах, стоят от 200 до 300 тысяч манатов. Даже если машина стоит 300 тысяч манатов, по курсу черного рынка это меньше 10 тысяч долларов, так как цены на продовольственные и промышленные товары формируются исходя из стоимости туркменской валюты на черном рынке, которая в 10 раз ниже стоимости, установленной туркменским режимом. Следует отметить, что преследование простых жителей страны, которые выживают своими усилиями, происходит на фоне сообщений о бессмысленном расточительстве президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Так, несколько дней назад мировые СМИ сообщили о том, что в ходе церемонии начала строительства комплекса «Белая юрта туркменов» в Дашагузе он заложил золотую капсулу, которую закопал золотой лопатой. Капсула скатилась в фундамент по золотому желобу, а бетон для засыпки капсулы привезли на золотой тележке. После этого в его честь был устроен концерт, в котором прозвучали такие песни, как «Аркадак, ты заложил фундамент» и «Долгой жизни тебе, Аркадак».